Приветствую, в эфире Национального, и сейчас о главном в стране и регионе. В России могут ввести штрафы за незаконное владение антидроновым ружьем. Это произойдет в том случае, если свободную продажу таких систем официально запретят. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Я думаю, мы ведем некий переходный период, в течение которого каждый гражданин, купивший антидроновое оружие или иную подобную систему, сможет добровольно его сдать. По аналогии, например, с добровольной сдачей оружия. После этого соберем статистику и посмотрим, сколько единиц было куплено и сколько их в итоге вернулось обратно. И уже после этого будем прорабатывать систему наказаний для тех, кто решил сохранить запрещенную технику у себя, как минимум в виде административных штрафов. Напомним, что ранее председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что готовит поправки в закон, который разрешает силовым структурам уничтожать беспилотные аппараты на земле, на воде и в воздухе. Если их примут, владеть антидроновыми комплексами смогут только специализированные органы. Ученые Ростеха разработали программно-аппаратный комплекс «Прометей», который превращает любые боевые машины, пехоты, бронетранспортеры и танки в дистанционно управляемую роботизированную машину. Об этом рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Аздоев. По его словам, реализованный проект роботизированной БМП с боевым модулем «Синица» уже показал эффективность управления техники дистанционно. Ее разработал в НИИ, сигнал, который входит в группу Ростех. Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность уже не вернется к модели, основанной на импорте технологий. Депутат Госдумы Геннадий Семигин считает, что отечественные отрасли должны овладеть не только собственными технологиями производства товаров, но и поддерживать ценовую конкурентоспособность, прежде всего по сравнению с китайскими аналогами. Сейчас стране нужен специальный нацпроект по возрождению, созданию и строительству предприятий новой суверенной промышленности. Для этого необходимо установить особые налоговые льготы, местами вовсе освободить от налогообложения, обеспечить господдержкой высокотехнологичные и перспективно развивающиеся отрасли. Самое главное, требуется планирование и система взаимодействия между промышленными отраслями, секторами и регионами. К слову, недавно была утверждена концепция технологического развития России, созданная для поддержания ключевых направлений – станкостроения, радиоэлектроники, малотоннажной химии, судо- и авиастроения. Дорогое жилье, изъятое у коррупционеров, будут продавать через аукцион. Согласно документу, в Федеральном законе о приватизации государственного и муниципального имущества появится порядок продажи на аукционе недвижимости, которая поступила в жилищный фонд России из-за изъятия ее у собственника за коррупционные правонарушения или в отношении которой не предоставлено необходимое подтверждение, что ее приобрели на законные доходы. При этом, если жилье с высокой рыночной стоимостью не выкупят на первом аукционе, на повторном его начальную цену снизят на 5%. Сообщать о его проведении будут не позднее 3 месяцев после признания первоначального аукциона несостоявшимся. А если второй аукцион тоже не состоится, то следующий будут проводить не ранее, чем через 6 месяцев. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов рекомендовал Народному собранию республики ежемесячно заслушивать руководителей муниципалитетов по самым проблемным вопросам, давать оценку их работе. Прежде всего, по его словам, речь идет об изъятии незаконно присвоенных жителями населенных пунктов земельных участков. Глава считает, что самая большая ответственность за эту ситуацию лежит на органах местного самоуправления, в разное время допустивших незаконное распределение земель на своих территориях. Махмуд Али Калиматов отметил, что на темпы строительства социальных объектов в немалой степени влияет сложившаяся в регионе ситуация, когда в частном владении оказались крупные участки земель. Для региона, общая площадь которого составляет чуть более 3000 квадратных километров, это обстоятельство становится серьезной проблемой, препятствующей решению важных социально-экономических вопросов. На 9% вырос турпоток в Ингушетию за 6 месяцев текущего года. Республику в первом полугодии посетило 49 тысяч туристов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что в этом году Ингушетия планирует принять 115 тысяч туристов против 105 тысяч в 2022. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме 2023 глава республики Махмуд Али Калиматов отметил, что туризм в последние годы стал стратегически важным для экономики региона направлением. Он также отметил, что
в Горном, Джейрахском и Сунжинском районах региона для желающих насладиться красотой гор и уникальных башенных комплексов созданы 14 комфортных стоянок. До конца текущего года оборудуют еще 6 кемпингов для отдыха туристов. Испытательная лаборатория филиала Россельхозцентра по Ингушетии прошла аккредитацию. Почему это событие значимо для агросектора региона, обсудим в интервью. Керим Макшарипович, очень важная новость для агросектора нашего региона. Испытательная лаборатория филиала Россельхозцентра прошла аккредитацию. Мы об этом уже нашим телезрителям сообщили. Вот значимость этого процесса. В чем вообще значимость аккредитации? Как долго проходил этот процесс? Расскажите, пожалуйста. Наш филиал в конце 2022 года подал заявление на проведение аккредитации в национальной системе Росаккредитации. Наши специалисты к этому долго готовились. Мы их отправляли в соседние регионы, Ростовскую область, в Краснодарский край, чтобы пройти практику, как работают другие лаборатории аккредитованные в других регионах. Ну, с первого раза хочу сказать, что нам отказали, не до конца, наверное, были готовы и не до конца сдали, какие требования у Росаккредитации, а у них очень жесткие требования к персоналу, к оборудованию. Потом в марте месяце, кажется, мы подали второй раз заявление на аккредитацию. Мы их снова, я их отправлял, своих специалистов, в Ростовскую область, чтобы они еще подготовились к аккредитации. И мы буквально 2-3 недели назад получили приказ о прохождении аккредитации в национальной системе Росаккредитации. Ну, для нас, что касается важности аккредитации, для нас это очень важно. В первую очередь это сохранение рабочих мест. Это 40 человек, можно сказать 40 семей. Но это, во-первых. Во-вторых, важно это для наших сельхозтоваропроизводителей, так как у нас вступает новый закон о семеноводстве с сентября месяца, который был принят в 2021 году, в конце года. И согласно новому закону, то есть наши сельхозтоваропроизводители не могут получать, получать те услуги, которые мы оказываем в рамках своих в рамках госзаданий. Это по проверке и испытанию семян. Это по апробации, по регистрации, по сертификации. То есть они должны были бы с сентября месяца выезжать за пределы нашей республики, в данном случае в Кабардино-Балкарию, в Дагестан. Но вы знаете, что это не совсем удобно было бы для наших сельхозтоваропроизводителей. Наверное, критерием отбора, прохождения аккредитации было не только подготовка специалистов, но и соответствующие площадки, я так понимаю, да? Да, там очень жесткие требования были к помещениям, которые мы подготовили. У нас, в принципе, была проблема с оборудованием. Нам очень сильно помогли наши коллеги, в первую очередь с Ростовской области, с Краснодарского края, именно с оборудованием. Они нам передали с баланса. Ну и, конечно, наше руководство нам помогло именно по оборудованию. Есть такая информация, что даже в крупных российских регионах испытательные лаборатории не прошли аккредитацию, а наши прошли. Есть у нас регионы, которые не прошли, которые подавали заявление и 5 раз. До такой степени у них такой отбор жесткий и требования. Но хочу сказать, что наши специалисты во время проведения аккредитации даже ночевали на работе. В принципе, другого выхода не было, чтобы хотя бы со второго раза пройти эту аккредитацию. Ну, работа была доведена до идеала, можно сказать. Да, но я еще раз повторюсь, для нас это очень было важно сохранить рабочие места, но и для республики сохранение федеральной службы, я думаю, это тоже большой плюс. Вы отметили, что теперь нашим аграриям нет необходимости обращаться в соседние регионы. Теперь они могут, у нас на месте решать многие свои проблемы. А что им дает аккредитация этой лаборатории? Подробно. Они могут проверять свои семена, потому что все семена, они должны быть проверены согласно ГОСТу, согласно нашим требованиям. Они должны проверены на посевные качества, на сортовые качества. В первый раз, когда мы подавали заявление, у нас область была очень большая. Мы туда включили и саженцы, и зерно.
ну, то, что мы работаем по внебюджетной деятельности. А второй раз мы решили оставить то, что нам необходимо для того, чтобы мы могли как бы выполнять свое госзадание. То есть все, что необходимо нашим сельхозтоваропроизводителям именно по семеноводству. Поэтому они могут сейчас спокойно обращаться, как бы получать все те документы на семена, это протоколы испытания, акт апробации, ну, как я уже ранее сказал, те документы, которые им нужны для того, чтобы подавать эти документы на получение каких-то субсидий, грантов. Это, во-первых. Во-вторых, для себя они должны знать, что они сеют, да, какие показатели этих семенах, которые они завозят за пределы нашей республики. Ну, еще недавно, можно сказать, вы говорили у нас в студии об аккредитации, вот как о ближайшей перспективе, о цели, которую ставил Россельхозцентр, филиал наш. А вот в будущем есть какие-то еще планы, вот, которые необходимо реализовать? Да, вы знаете, нам сейчас нужно аккредитоваться по органу инспекции. Это у нас по апробации и регистрации, то есть это у нас по госзаданию мы должны как бы провести апробацию и регистрацию на площади 23 тысячи гектаров. Это у нас семенные посевы в республике. И для того, чтобы давать заключение этим документам, у нас должен быть орган по инспекции. Орган инспекции. То есть то же самое нужно работать с национальной системой Росаккредитации. Мы эту работу уже начали, как бы штатку нам утвердили, то есть Москва нам утвердила штатку, уже начинаем готовиться по органу инспекции. Надо отметить, что вот непрерывно, да, проводимая работа филиалом Россельхозцентра — это апробация семян и борьба с вредителями. Вот давайте об этих вопросах поговорим и начнем вот с апробации семян. В данное время идет апробация семенных посевов, это и визуальный осмотр, то есть это регистрация у нас. На сегодняшний день мы проверили наши семенные участки где-то на 80%, то есть всех наших хозяйств. Как бы это у нас идет по госзаданию. И еще хотелось бы отметить, что до сентября месяца, можно сказать, мы эту работу выполняли в рамках правопреемственности. Как бы наша организация, она была создана на базе федеральных служб, государственной семенной инспекции и станции защиты растений. И по правопреемственности мы выполняли эти функции, как бы выполняли госзадания. А в этом вопросе вообще должны проявлять активность, наверное, сами аграрии, фермеры. Да. Таковы ли они? Не, мы вот недавно, совсем недавно мы создали группы, где у нас входит и крестьянское фермерское хозяйство, и государственные унитарные предприятия. И они уже начали как бы активнее работать по этому направлению, потому что не все хозяйственники, которые у нас есть в республике, они у нас с должным образованием, потому что там есть и бывшие сотрудники МВД, там, я не знаю. Им нужно как бы говорить. Вот сейчас, в данное время, как я уже сказал, у нас идет апробация, регистрация. Им надо как бы напоминать, что нужно делать, чтобы вовремя они сделали апробацию, и в дальнейшем чтобы у них были все документы, чтобы они могли подать на субсидии, там, получение каких-то грантовых выплат с Минсельхоза республики. Давайте поговорим о борьбе с вредителями, потому как именно в летний, ранний осенний период поступают из субъектов новости о нашествии различных вредителей. У нас таковых, можно сказать, природных таких нашествий еще не было в регионе массовых. В перспективе есть какое-то ожидание, возможно, что какой-то из видов вредителей будет активничать именно на нашей территории, потому как есть у вас специалисты, которые могут предсказывать как-то научно эти моменты. Что касается вредителя, по этим нашим вредителям, которые у нас есть в республике, да, у нас были опасения именно по саранчевым вредителям, потому что в Калмыкии, в Дагестане, как я знаю, там сейчас идет нашествие саранчевых вредителей, они очень большую площадь обработали в этом году. И сейчас там идет обработка. Но мы мониторим, наши специалисты каждый день на полях мониторят и как бы именно в данное время по саранчевым вредителям. Ну и в этом году и благоприятные погодные условия
по вредителям, а также по росту и развитию болезней. Потому что вы знаете, что у нас 2 месяца подряд, можно сказать, шли дожди проливные, да. Это благоприятствует развитию болезней и вредителей. Но мы готовы, у нас в резерве есть 139, кажется, литров имидора, инсектицида, которые мы можем использовать на федеральных землях. Это где-то на 3000 гектаров. То есть мы будем держать этот вопрос на контроле. Ну, к худшему готовы, но надеетесь, что это не произойдет. Да, аграриям сейчас, я так понимаю, пока нечего бояться, да? Да. Еще по вредителям я бы сказал, у нас в республике около 20 тысяч гектаров сеет кукурузу, то есть это большая площадь для нашей республики. И сейчас, в данное время, нам нужно готовиться к борьбе с хлопковой совкой. То есть это чешуйчатокрылый вредитель. Мы уже думаем, как с ними бороться. У нас идет производство габробракона, это биологический метод защиты растений. И мы проинформировали наших сельхозтоваропроизводителей, что у нас есть такая возможность, чтобы они применяли именно этот метод, биологический метод. Потому что потери от хлопковой совки может составить до 90%. Это вообще, я думаю, надо уже думать об этом всем хозяйствам, которые у нас есть в республике. И тем более это сейчас актуально. Тем более в этом году у нас кукурузу посеяли немного позже, поздний сев был из-за погодных условий. Но в данное время будет, по прогнозам нашим специалистам, развитие именно этого вредителя, хлопковой совки. Филиал Россельхозцентра работает вкупе с аграриями и Минсельхозом. Вы довольны качеством этого взаимодействия? С министерством у нас тесные связи, в принципе, потому что мы главный помощник, можно сказать, и сельхозтовара для наших хозяйств, для министерства, потому что у нас деятельность — это растениеводство. А мы знаем, что в республике это основное направление — это растениеводство. Поэтому мы довольны, у нас есть полное взаимопонимание с министерством, постоянно вместе выезжаем по нашим хозяйствам, на обследование. В принципе, вопросов у нас не было с министерством. Также хочу сказать, что через год нам нужно пройти подтверждение компетенции, то есть показать всю нашу работу, которую мы провели в течение года. Это заполнение журналов, отчетов, регистрации, все, что мы делаем, вплоть до климата. Наши специалисты уже начали готовиться. В принципе, год — это небольшой срок, поэтому очень сложно, говорят наши специалисты, даже пройти подтверждение компетенции. Потом через 2 года нам нужно будет подтвердить компетенцию и через 5 лет. То есть тут непрерывный процесс модернизации. Такие требования у Росаккредитации. В мае-июне на российском рынке труда сохранялся дефицит кадров. Количество вакансий в некоторых отраслях росло быстрее числа резюме. Это следует из доклада Банка России, посвященного региональной экономике. Уровень безработицы в целом по России в мае-июне составил 3,3%, подчеркивается в обзоре. По оценкам регулятора, на фоне конкуренции предприятий за персонал зарплатные предложения увеличивались. Кроме того, компании расширили практику обучения нужных специалистов. Однако рост зарплат усиливал проинфляционное давление со стороны издержек предприятий, отметили в Банке России. Любой потребитель может потребовать вернуть деньги даже за просроченные сертификаты, так как условия о сроке использования неправомерно, сообщается на странице Роспотребнадзора в соцсетях. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, например, подало иск в отношении Леруа Мерлен из-за правил использования подарочных карт, которые нарушают права потребителей. Речь идет о правилах, согласно которым невозможен возврат неиспользованных денежных средств по истечении срока действия карты, что прямо нарушает закон о защите прав потребителей, говорится в сообщении. Суд данный иск удовлетворил. В ведомстве подчеркнули, что сертификат является авансом будущей оплаты товара, который еще не передан, а договор купли-продажи не заключен, поэтому
поэтому покупатель имеет право требовать возврата неиспользованных денежных средств. В Роспотребнадзоре пояснили, что в случае нарушения данного права нужно обращаться в суд по месту жительства, либо пребывания или месту нахождения ответчика. Обороты компаний малого и среднего бизнеса увеличились на 19% в первом полугодии текущего года по сравнению с 2022, говорится в исследовании аналитиков облачного сервиса «Мой склад». Рекордное повышение выручки демонстрирует маркетплейсы – 31%. Розничные продажи по сравнению с 2022 также показывают положительную динамику – 17%. Если 2022 год показал небольшое падение с учетом инфляции, стагнацию, то этот год, наоборот, демонстрирует хороший рост. Несмотря на пессимистичные прогнозы, малые и средние бизнесы в очередной раз показали свою устойчивость и гибкость. При этом, по его словам, внешние факторы гораздо меньше влияют на малый бизнес по сравнению с крупным, так как предприниматели научились приспосабливаться и находить новые возможности. Малый бизнес смог решить вопросы с логистикой, поставщиками, оплатой, добавил эксперт. Кроме того, он уточнил, что также в этом году число ИП выросло на 3,8%, а общее количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 2,1%. Стало меньше закрытий. По сравнению с прошлым годом число компаний, прекративших деятельность, сократилось на 38%. Больше половины россиян, 58%, за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. При этом каждый второй россиянин на этом фоне начал чаще обращаться к врачам из-за проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхования» и исследовательским центром «Зарплаты.ру». В большинстве случаев задержки на работе затрагивают бухгалтеров и финансистов – 66%, работников из сферы строительства и недвижимости – 62%, менеджеров по продажам 53%, сотрудников отдела маркетинга и пиар 50% и IT-специалистов 50%. При этом каждый второй россиянин 42% отмечают, что из-за задержек на работе стал чаще обращаться к докторам. Это было главное. До новых встреч в эфире.